Между тем, сам глава партии Исламского возрождения Мухиддин Кабири считает последние события с престарелыми родственниками своеобразным наказанием таджикских властей за участие в США в круглом столе, организованном международной организацией Freedom House. Так оппозиционер должен был лично рассказать о положении арестованных сторонников партии, их родственников и их адвокатов. Но в итоге участие он все-таки принял по скайпу. Очень сложно сдерживать эмоции, когда знаешь, что все близкие, включая престарелого отца, находятся в заключении. Я уверен, что арест произошел именно сегодня не случайно, поскольку таджикским властям стало известно о моем намерении выступить на этом форуме по правам человека в Вашингтоне. Так начал выступление Мухиддин Кабири. Помимо него в работе круглого стола приняли участие эксперты, журналисты, исследователи и заместитель председателя объявленной, так же как и партии Исламского возрождения, незаконной экстремистской группы 24 Сабир Валиев. Право человека сегодня в Таджикистане не соблюдается. Более того, они грубо нарушены. И это послужило главной темой для конференции, которая была приурочена к Международному дню защиты прав человека. Обсуждались вопросы ухудшения ситуации в Таджикистане за последние 3 года. И это отметили все иностранные эксперты по Центральной Азии. Эксперт международной организации Human Rights по Центральной Азии Стив Свердлоу проиллюстрировал динамику негативного развития ситуации. Его слова приводит портал Central Asia Analytical Network. 1 марта этого года в Таджикистане прошли парламентские выборы, в результате которых впервые с 1997 года, когда окончилась гражданская война, в законодательном органе страны не оказалось ни одного представителя оппозиции. 6 марта прямо на улице Стамбула на глазах у жены и детей неизвестные расстреляли лидера оппозиционного движения Группа 24 Умара Ликуватова. В конце августа была ликвидирована партия Исламского возрождения, оппозиционная партия Таджикистана, единственное политическое объединение исламского толка, а уже в конце сентября ПИФ была объявлена террористической организацией. В том же месяце силовики арестовали более 20 высокопоставленных членов ПИФ. Среди них оказалась Зарафор Рахмани, активист ПИФ и борец за религиозные права женщин. В последующие недели в Таджикистане задержано более 200 сторонников партии Исламского возрождения.